А хотя ты не видел, да, там еще первый полив не полили. А мы хотя тоже вот первый полив не один полили. полили. Мы тоже не полили Там первый это, полив. смотри, там это твой. Нет, это еще не все. Еще здесь первый полив тоже не сделали. Вышли, потому что воды не было. Вот. Вообще воды не было. Бычка полным ходом, люди сейчас выходят, вот сейчас на бычка выходит, тогда вода бежит. Но мимо нас все бежит. Вот. Спрашиваем, почему мы ходили в Акимят, опять же ходили в Акимят. Это второй митинг. Вот. Мы ходили опять в Акимят. Акимят говорит, вот вам есть, вот она вода есть, вы езжайте, вы больше не митинг. Приезжаем, тут воды нету. Мы аренду платим за земли. Мы берем с ФПС земли. Налоги такие хорошие платим им. Вот сейчас очень будем платить, с чем будем платить налоги? Вот ни клевера не взяли, ни кукурузы нету, ни морковку с 25 мая как полили и все. Бычыкадан өзүңөр көрдүңөр. Эл күнүгө чабылат. Биз мына заявка менен биз 4 кубка заявка беребиз. Биз алганы 1 куб. А 1 куб бизге жетпейт. Биз 90% бычыкадан зависимый, бычыкадан да. 90% бизде көл да жок, эчтеке жок. Мына эле бычыкадан эле алабыз. Ошон үчүн бизде суу маселе менен кыйын болуп атабыз. Мына эле бу жерден просто өзүңөр көрүң, бычыка толуп турганда бербеген да ошо жаман да. Кеч түшүндүргөн жок. Биринчи лимит деп аткан, агасы эчтеке дебейт, бербейт просто. Но однозначно я что могу сказать, что есть коррупция, она может быть там бытовой, да, на уровне распределения воды внутри Кыргызстана. Что происходит? К примеру, фермеры из Катинского района показывали, да, там наглядно, что вот поля, которые там принадлежат там, тому же Ахылбеку Джапарову там, и прочим некоторым там чиновникам, они полностью обеспечиваются водой. Дальше, ниже, которые есть фермеры, им воды абсолютно не хватает, им не дают просто воду. То есть это вопрос уже к работникам БЧК. Кто-то это может сделать, потому что они боятся получить там сверху по башке. Да? Мы находимся на источнике огромных водных ресурсов. Даже если мы наведем порядок внутри Кыргызстана, как бы, да, тех водных ресурсов, которые у нас сейчас есть, должно схватить вообще с лихвой. Засухи совсем другие критерии засухи, даже не маловодье. У нас в начале весны от накопления снега в горах Кыргызгидромет дает прогноз водности рек на 2021 год, на вегетационный период. Было сказано, что ожидается водность, то есть расходы воды в реках в норме и ниже нормы. Маловодье не определялось. Тот лимит воды, который был необходимым, мы, конечно, в начале июня не довели. Позже мы уже довели 1,5 куба воды. А уже внутри распределением, конечно, там, мне кажется, еще слабо отработали ассоциации водопользователей. Там тоже надо было фермерам, тоже надо было какую-то очередность соблюдать. Скажу, вот я говорю, бычка полный, но нам воду не дают. Почему? Вот говорят, что туда гонят, вот Карабалта, Каинда. А оттуда ребята приезжают, говорят, у нас тоже воды нету. А куда идет туда?
Ну, каждый, наверное, маленький мальчик тоже знать будет, или там, что вода уходит в сторону, правильно? Каких 50 там бежит? Во всем по 20. Река Чу – это международный водоток, трансграничный водоток. Конечно, мы подаем воду в Республике Казахстан. Подаем, не продаем, а подаем. У нас есть протокола, подписанные, это уже утвержденные. Определенный объем воды мы должны подать в Казахстан. Старались подавать, выдержать все процентное выделение объема, которые с ними согласовали. Но не додали, потому что мы и сами столько не получили в Казахстан. ОЧК-2. Это канал был запроектирован, начал строить в советское время, потому что на участке от выше Быстровской ГЭС, ниже до слияния Чонки-Мина до Токмака есть такая провальная зона. Просто там, почему говорим провальная, там очень большие фильтрационные. Чтобы это перехватить, начали строить выше Быстровской ГЭС. Канал большой, расходом почти до 70 кубометров в секунду. И чтобы обойти его, потом в канал Восточная ветка БЧК все это. Вопрос о финансировании решается. Значит, вопрос, по-моему, проектирования, до проектирования он решился. Ну, и идут просто потасовки между селом уже, потому что именно наше село как раздает воду остальным селам. Вся эта вода проходит через нас. Стояли машинами, охраняли, потому что каждый человек хочет выжить. Но это как самовыживание, это реальность. И эта проблема всегда она была, всегда. Всегда нехватка воды была, потому что мы лимит воды берем, а у нас канал, вот как видите, они у нас земляные все. У нас вот по территории нашего района протекает 4 больших канала. Они все земляные. Там огромные потери воды. Поэтому нам надо сейчас, всегда надо очистить канал. Ну, желательно надо изыскать средства, может быть, инвестиции какие-нибудь. И нам надо бетонные каналы надо делать. Бетонные ареки, бетонные каналы, бетонные латки. Может быть, искусственные латки можно построить. Нужно понимать, что через несколько лет, может быть, через 10 лет, через 15 лет воды будет значительно меньше, чем есть сейчас. Во многих странах это так называемое упреждающее действие. Независимо от того, будет значительно хуже или будет примерно так же плохо, введение тех или иных адаптационных действий дает возможность снижения ущербов и рисков, которые могут возникать у народного хозяйства. Эта дождевальная установка употребляет всего 16-20 литров воды. За сутки можно полить 2,5-3 гектара. А фермер 16 литрами воды он никогда не сможет полить. Поэтому и кредиты берем, а также для того, чтобы непосредственно
получить, мы же кооперируемся. Поэтому мы хотим, чтобы мелкие фермерские крестьянские хозяйства тоже скооперировались. Это независимо от того, что будет засуха или либо что-нибудь, надо идти на машинное орошение. Эта засуха и неэффективное управление водными ресурсами обязательно повлияет на наши цены, на вопросы продовольственной безопасности. Оно уже привело к повышению цен на зерновые культуры, на ячмень, на пшеницу. Уже тюки стоят по 400 сомов. Это при начальной стоимости около 150 сомов должно было быть. Зимой еще дороже будет. Один тюк будет стоить около 500-700 сомов, если не выше. Не хватит скотину, будем продавать скотину. Вот. А как и не давать, чтобы они сдохли, правильно? Поэтому надо что-то делать, думать. Вот. Поле здесь банкрот, там банкрот, а что делать?